По данным Министерства туризма, на 1 января 2024 года в республике 1024 объекта размещения и 46 275 койко-мест. С каждым годом их количество растет. За 2023 год и за неполный 2024 было открыто 17 крупных объектов размещения общей вместимостью порядка 3500 койко-мест. Также были открыты мелкие отели, это мини-отели, гостевые дома, порядка 180 мини-объектов, которые также будут предоставлять свои услуги в сезон 2024 года. В прошлом году среднее количество туристов, посетивших Абхазию, составило порядка 1 400 000 человек. В 2024-м туроператоры прогнозируют повышение туристического потока на 20%. Конечно, есть различные обстоятельства, которые влияют на турпоток. Это как и погодные условия, это и удорожание билетов на авиа-перевозки, это и какие-то либо, может быть, не знаю, экономические, финансовые трудности граждан, которые к нам приезжают, потому что, к сожалению, в данном у нас направлении мы вынуждены поднимать цену ввиду общего подорожания услуг на туристическом рынке. Но мы надеемся, что и приложим всевозможные усилия, потому что все-таки главным фактором привлекательности Абхазии для туристов было, есть и будет не только внешняя конъюнктура, но и готовность самой республики принимать гостей. Отвечая на вопросы российских журналистов, в Министерстве туризма отметили развитие туристической сферы и в восточной части Абхазии. Сегодня здесь могут предложить гостям не только живописные виды, но и комфортабельные отели, гостиницы и курортно-оздоровительный комплекс на берегу моря. Оксана Калина, «Комсомольская правда». Знаю, что многие россияне уже не раз бывали в Абхазии, очень хорошо знают вашу страну, любят ее. Скажите, пожалуйста, чем вы можете удивить их в этом сезоне? Какие новинки у вас появились? Чем вы гордитесь? Какими достижениями, которые удалось в этом году подготовить для туристического сезона? На данный момент активно развивается восточная часть республики. Если обратить внимание на город Очимчира, недавно был введен в эксплуатацию большой отель «Жемчужина». Да, Черноморская жемчужина. На площадке этого объекта предоставлена шикарная лечебная база. То есть люди специально едут туда, чтобы подлечиться, вылечиться и хорошо провести время. Еще одним важным фактором увеличения туристического потока может стать открытие аэропорта, который планируют запустить в тестовом режиме уже в июне этого года. Конечно, большие надежды, потому что Аэропорт это прежде всего тот объект, который даст толчок развитию внутреннего сегмента туристического рынка, то есть в нашей республике. Это инфраструктура. То есть, как вы прекрасно понимаете, начнется другая совершенно жизнь. Рядом начнут возводиться те же самые мини-отели, магазинчики. То есть вся сопутствующая инфраструктура для обслуживания не только туристов, но и наших граждан на нужном уровне. Следующий вопрос российских журналистов касался возможности введения курортных сборов с туристов. На сегодняшний день в Республике Абхазия нет курортного сбора. Мы все барьеры, препятствующие отдыху наших туристов, убираем. Одна из самых главных сегодня задач – создать условия, чтобы гости приезжали в Абхазию не только летом, но круглый год, отметил заместитель министра туризма Астамур Барцыц. Он также подчеркнул, что ежегодно перед курортным сезоном совместно с Госстандартом Республики и СЭС проводятся проверки объектов размещения, общепита и аттракционов. Технадзор обязательно, санэпидемстанция Республики Абхазия, чтобы турист получал качественный и, самое главное, вы прекрасно понимаете, безопасный отдых. В последние годы в Абхазии активно развивается лечебно-оздоровительный туризм, эко- и агротуризм, событийный туризм. Проводятся гастро- и винные туры, праздники урожая. Особым спросом у гостей республики пользуется абхазское застолье. У нас развито народное творчество, развита традиционная встреча гостя, потом определенные есть
фольклорные, народные промыслы, которые на сегодняшний день вызывают большой интерес у приезжих людей. И поэтому открываются различные тематические парки. Также в Минтуризма отметили, что, направляясь на отдых в республику, необходимо тщательно проверять информацию, ведь в последнее время в интернет-пространстве возросло количество мошеннических сайтов. Подробную и достоверную информацию можно найти на официальном сайте Минтуризма. Находили мошеннический сайт. В ходе мониторинга интернет-пространства мы писали соответствующие письма в профильные ведомства. Этот сайт блокировали. То есть по истечении нескольких дней. Но в этом году изменилась ситуация, только сайт блокируется по решению суда. Но пока он заблокируется, там могут попасть и другие туристы. Поэтому нужно быть бдительным и всегда сверять информацию. Возможно и такое, что не все объекты охвачены, не все объекты включены в реестр. Они могут позвонить по нашим номерам, и мы ответим, найдем информацию, по судебным обязательно. В пресс-конференции приняли участие корреспонденты РИА Новости, Интерфакса, Комсомольской правды, газеты РУ, представители национального российского туроператора «Алиан» и Ассоциации туроператоров России. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.